20 лет назад гагаузский народ переживал тяжелые времена, сопровождаемые митингами, восстаниями и голодовкой. При создании автономии люди надеялись на процветание и делали все для того, чтобы сегодня дети имели светлое будущее, экономическую и социальную стабильность. 17 лет прошло с того времени, как республиканские власти приняли закон об особом правовом статусе Гагаузии. Однако не все ожидания народа оправдались. Выйдя в этот день на праздничный митинг, люди высказали свою позицию. Недовольны мы. Мы сколько мучились, сколько Гагаузские республики, что было, и ничего не сделали. Только на свой карман работали. Уже народ устал, народ уже требует свои права. Потому что у нас руководство на это не отмечает. Никаких самовнимания. И то, что мы вот здесь собираемся, требуем, это не наши прихоти, это наши, понять. Это да, это то, что мы 20 лет назад, сколько там боролись, здесь все пенсионеры, все инвалиды. Никакого праздничного дня не чувствую абсолютно. Какой праздник вообще? Посмотрите, что делается. Это разве праздник? Это не праздник. Когда людям плохо, значит, это не праздник. Активисты того времени, охваченные духом патриотичности, приложили много усилий, чтобы добиться изменений в положительную сторону, чтобы развивался гагаузский язык и культура. Автономию, но она состоялась только на бумаге. На сегодняшний день, значит, фактически как таковой автономии нет. Нету языка. Мы слышим, что культурные учреждения уничтожаются, как ансамбль, гагаузский известный ансамбль «Дюзява». Мы потеряли даже то, что имели в начале. И если так будет дальше продолжаться, если наш народ не возьмет власть в свои руки и не поставит на место Башкана, значит, своих достойных людей, то мы далеко не пойдем. В то время как перед Домом культуры на морозе около 500 человек вышли на митинг выразить свое недовольство в адрес всей гагаузской администрации, внутри Дворца культуры проходило праздничное мероприятие, где на гагаузский народ сыпались поздравления. İsterim size bu kısa sözümde hani şimdi söyledim. Hepsinizi sizi kutlama. Bu yaklaşan yeni yılın sağlık, kısmet, bereket 2012 yılı alsın hem iyi hem de umutla gelsin o yıla. Hani Allah yardımcı olsun onun işlerinde hem de fikrinden ne var hepsi olsun iyi 2012 yılda. Я хочу, во-первых, поздравить с этим днем, 17-й годовщиной, и сказать, что если бы не героическое подвижничество и работа сотен тысяч патриотов Гагаузии и руководителей, мы бы, конечно, сегодня не имели бы и автономию. Разрешите мне от имени депутатов Народного собрания Гагаузии, от Президиума Народного собрания Гагаузии поздравить всех нас с таким прекрасным праздником, с днем, который принял наш парламент Республики Молдова в 1994 году. Я бы не хотел, чтобы мы омрачили этот праздник. Хочу еще раз поздравить всех с праздником, пожелать всем примирения, но примирение не сытых с голодными, а примирение хотя бы на уровне сознания. Если не можешь работать, не работай. Мы никогда не думали, что пройдет 20 лет, и 50% населения будет искать работу. Ни разу ни Башкан, ни правительство с Кишинева люди не называйте эту цифру. Увидев митингующих, увидев Леонида Федоровича с микрофоном в руках, я вам хочу сказать, что значит, что-то у нас в автономии произошло, что-то у нас в автономии происходит. Не зря Леонид Добров берет в руки рупор или микрофон и митингует на улицах. Так он начинал, и не только он, и все его коллеги и друзья это начинали в конце 80-х годов за становление Гагаузской республики, за становление автономии. Проблема в том, что пока наш исполком и Народное собрание между собой не разберутся, пока кто-то не признает, что есть исполком, кто-то не признает, что есть Народное собрание, никакой Кишинев здесь не наведет порядок. Уверяю вас в том, что в этом плане
депутаты от Гагаузии, представленные в парламенте Республики Молдова, будут едины и совместно и с Народным собранием, и с исполнительным комитетом Гагаузии будут продвигать интересы, и уверена в том, что нам удастся данный законопроект принять во всех чтениях. Говорили и выступали на торжественном мероприятии долго. Вспоминали прошлое Гагаузии и высказывали надежды на лучшее будущее. А впереди у автономии, как и у всей Молдовы, парламентские выборы, от результатов которых это будущее во многом тоже зависит.